Саба яйны девам ете, урметлі достлар, ве шымды әрбір ватандашымыздың сабасы да оңайтлы, ве да güzel olsun деп студиямызда мерақлы бір мевзуны açıklayacağımız. Yani интерьер. Elbette ki biz енді alıştık bizim turmuşumuzға, ama gerçekten de bazı bir evlerde bir meseleler peyda olay. Yani bir odanı nasıl renkte yapmak, nasıl anda divanlarını satın almak ve ilahri bu sualge cevabını bugün işte махсус бір дизайнер бізге бережек. Elbette, hürmetli dostlar, karşılayımız bizim студиямызда Валентина Петрякова. Ассаляму алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Рада вас видеть у нас в гостях, Валентина. Как настроение? Отлично. Так вот, как же влияет дизайн, да, дизайн нашего интерьера на наше настроение? Вот, в частности, например, утром мы начинаем обычно с кухни, да, где мы делаем завтрак. Сначала с ванной. Да, с ванной, а потом уже с кухни, да, где собирается вся семья обычно. Какого цвета, да, и как должна быть обставлена грамотно кухня, по вашему мнению? Например, вот оранжевый цвет, если сделать в ярко-оранжевом цвете, то он с утра будет заряжать позитивом, дарить как бы такой яркий настрой на весь день. И можно сделать какие-то просто яркие акценты, допустим, сделать плитку, либо текстиль какой-то в оранжевом цвете, и сразу с утра будет яркий вот такой вот подъем, который вы потом продержите весь день. То есть вот эти вот яркие акценты можно расставить по всей квартире или дому. И тогда вот у вас настроение будет зависеть от этих акцентов цветовых. Допустим, в спальне мы чаще всего отдыхаем. Это то помещение, где хочется прийти, расслабиться после рабочего дня, набраться сил. Поэтому там я рекомендую делать какие-то более лаконичные, более такие нейтральные оттенки, чтобы они настраивали сразу на отдых. То есть это какой-то бежевый, вот цвет какао, даже более темный. Сейчас на самом деле в моду вошли такие более насыщенные темные оттенки. Уже люди не боятся, их делают темно-серые, черные даже тона. И наоборот, она как бы вот комната выглядит более уютной, более такой вот собранной. Я думал, это ночь называется обычно, когда свет выключаешь. Ну и шторы blackout, чтобы вообще полностью никто непонятно, день на улице. А мне такое нравится, кстати, я так и живу. И, кстати, задача дизайнера, да, именно обыграть какими-то интересными аксессуарами вот именно эту черную комнату, да, чтобы она еще более стала уютнее, да? Чтобы, да, черная была не просто как черная коробка, вы зашли там и потерялись, а чтобы это были какие-то вот элементы, за которые цепляется взгляд, тебе там уютно, тебе там хорошо, тебе там хочется находиться, и вот именно дизайнер в этом помогает. То есть если вы хотите что-то интересное, что-то такое не как у всех, и в то же время удобное, потому что дизайнер — это еще тот человек, который делает это все функционально, делает по эргономике. То есть это правильная планировка, чтобы мы там дверь не открывали в дверь, не было узких проходов и там мало света. То есть все это тоже дизайнер. То есть это не только там, как многие думают, прийти выбрать красивый диван, и на этом дизайнер как бы свои полномочия складывает. То есть дизайнер — это не просто человек творческий, это и математик в том числе, который делает... Инженер, который делает четкие расчеты. Сейчас вот, когда вы перечисляли дом, который бы не надо было, да, то есть дверь в дверь, узкий проход. Али сразу вспомнил свой дом. Такая ностальгия немножко пробежала. Но, а все-таки можно ли считать, что вот, например, у меня лампочка дома вот темно такого желтого цвета, вот что утром, когда она включается, что это заряжает меня позитивом? Вот вы насчет... Детали, да. Надо смотреть, что еще вокруг происходит. Вокруг хаос, ужас. Тогда думаю, что надо все-таки настраивать полностью пространство, потому что все-таки мы смотрим на картинку в целом. И иногда даже когда приходят заказчики и хотят, допустим, сделать, вот мы хотим там сделать одну кухню. Но это тяжело очень сделать, так как все равно помещение, квартира, допустим, она вся в целом, и тебе хочется получить от нее ощущение в целом. Гармонию, да? То есть... Да. И то есть дизайнеру, они уже даже, когда у меня так заказывают отдельное помещение, я делаю одно, и они видят, что дальше они так не могут справиться, и в основном заказывают полностью весь проект, потому что видят, как красиво в одном помещении. А было бы забавно, если, например, сделана только кухня, да, например, и вот им все это понравилось, а дальше они не могут, да, вот, например, на данном этапе продолжить ремонт, и получается, они теперь не живут в других комнатах. Им очень нравится кухня, и вся жизнь протекает там. Мне кажется, это в квартирном вопросе так бывает, когда делают.
делает. Валентина, вот, кстати, что касается именно бюджета, да, как сказала, ли возможностей и прочего-прочего. Особенно этот вопрос, мне кажется, актуален для молодых семей, которые заезжают в новое помещение, нулевое, да, с чистыми стенами. Вот с чего нужно начинать проект и дизайн таких помещений? Прежде всего, нужно учитывать бюджет, либо сразу переходить к творческому полету, а уже потом это можно уместить в любой, в принципе, бюджет, да. Либо все-таки надо взвешивать свои силы. Вот вы как рекомендуете, с чего начинать? Я думаю, что у нас, в принципе, это все взаимосвязано. То есть творчество у нас зависит от бюджета, бюджет от творчества. И когда я встречаюсь с заказчиками, мы подписываем все документы и обсуждаем, конечно же, бюджет. Потому что, ну, можно придумать и там шикарный какой-нибудь диван с золотыми лапами, но в итоге потом просто заказчики скажут, что, ну, мы это не можем себе приобрести. Вот, поэтому тут обязательно бюджет, и, в принципе, если дизайнер хороший, грамотный и разбирается в сегменте в ценовом, то он может и из Икеи, из каких-то дешевых именно ценовых сегментов сделать отличный дизайн, и это будет выглядеть достаточно интересно. То есть тут творчество, фантазия может и в ограниченных рамках существовать. Это даже интереснее, когда у вас там, не знаю, очень маленькое помещение, и сделать там очень много зон, интересно все это обыграть. Лаконичность и простота в моде. Так ли это на сегодняшний день? Особенно с учетом того, что у нас как бы сейчас поменялись чуть приоритеты, и люди стали с учетом нынешней ситуации проводить дома больше времени, то есть начали избавляться от каких-то ненужных вещей, больших советских стенок. Это больше какие-то функциональные зоны. Также это экологичные вещи, которые сейчас, вот именно экология сейчас в тренде, то есть это вторичная переработка материалов. То есть это все мебельные какие-то технологии новые, там, не рубить уже сейчас леса, а делать это все уже из вторсырья. То есть это сейчас тоже очень популярно, но в то же время свою как бы популярность также не утратили натуральные материалы, то есть это камень, это дерево, это вот все природные материалы, которые окружают. То есть люди хотят более натурального в своем интерьере, сделать уже один раз и навсегда, то есть что-то, чтобы это был какой-то однородный фон, на который потом можно просто нанизывать какие-то акценты. Допустим, летом это что-то более яркое, когда у нас много солнца, и когда мы можем себе позволить какие-то оранжевые, красные цвета. Вот зимой это более какие-то новогодние уже акценты. То есть делается такой универсальный дизайн. А стиль все-таки какого придерживается вот в наше время больше? Чаще всего, да. Эти всевозможные хай-теки, барокко. Ну, хай-теки, по фэншую, да, так уже. сказать. Да. Сейчас уже новое есть по васту движение тоже. Ну, по васту? Да. Это а что это? типа Расскажите нам фэншуй, вкратце, да. Только вот тоже там ориентируется на движение энергии, в какой определенный угол надо поставить диван, чтобы там не заболеть и получать много денег. То есть близко к фэншую, но там чуть другие, там именно точки разлома земной коры, там тоже очень много всяких. А что-то вот более классическое имеется? Ну, просто обычный дизайн. То есть, в принципе, сейчас я даже, ну, наверное, это какой-то современный, удобный дизайн, который в основном все делают. Практичность прежде всего все-таки, да? Прежде всего, да, потому что все-таки сейчас люди уже поняли, что нет-нет, да и придется дома быть много времени, поэтому заказывают так, чтобы было какое-то запасное рабочее место, были удобные места, где можно сидеть всей семьей обедать, но в то же время иногда вот в эту современность добавляем такие вот нотки классики чуть-чуть, то есть какие-то либо багеты, национальные либо элементы, опять же, какие-то, да. Да, тоже делали. Мы смешивали, в принципе, национальный колорит с современным, то есть делали вот эти вот тоже интересный очень интерьер получился. Загородный дом мы делали в таком стиле. Валентина, как наша жизнь, так и технологии, в принципе, не стоят на месте. Очень часто сейчас слышим такое понятие, как умный дом. Да. Вот что можете сказать об этом? Сталкивались ли с умными домами, да, в работе? И что нам дает этот умный дом? Что он может делать? Да, что сейчас даже больше уже, чем дальше, тем технологичнее каждая квартира становится. И уже люди делают даже упор больше не на красивую картинку, а именно на удобство. То есть это роботы-пылесосы, которые там все убирают, пока нас нет. Это чайники, которые там к определенному времени. Свет по хлопку. Да, свет по хлопку. Это же вообще давно еще было. Ой, вот это давно у нас уже было, да. Этим уже никого не удивишь.
по времени у нас раздвигаются шторы, чтобы мы могли проснуться. То есть, в принципе, это все у тебя в телефоне. Ты видишь там все движение, кто пришел к домофону, чем занимается кот, пока тебя нету. То есть все вот эти вот полностью продумываем вплоть до каждого шага человека. То есть записывается прямо его полный день, как он приходит, куда там кладет ключи, там все эти движения, чтобы датчики движения срабатывали. То есть все это разрабатывается. Очень интересно, но в то же время пока еще не сильно дешево, конечно, эта услуга у нас стоит. Конечно, можно как бы сделать такой умный дом просто посредством каких-то умных розеток, где-то встроенных точек именно для зарядок. То есть это будет где-то плюс-минус похоже на полную начинку умного дома. А так просто. Главное запоминать, куда ключи ложишь, когда приходишь. И в принципе... И в принципе Да. уже проблем нет. Ну да. Да, давайте вот подытожим главные советы от дизайнера в интерьере. С чего вот, на что прежде всего обращать внимание? Если человек вот пришел к выводу, что он как бы самостоятельно может обставить свой дом. Нет, вот, к примеру, вот вы сейчас услышали, в каких условиях я живу. Вот, Да, вот советы для Алида. Цветовая гамма. Обратиться к дизайнеру первое. Все-таки, да? Все-таки Как медики не советуют заниматься самолечением, да, наверное, так и дизайнеры. Нет, в принципе, если у вас очень много свободного времени, если это вам нравится. Ну и плюс чувство стиля может быть у человека тоже если как бы есть, да, то воспитано. можно Да. самому как бы этим заниматься. То есть, в принципе, но самый первый пункт, это, конечно, грамотная планировка, чтобы мы не ходили, как я уже говорила, там двери в двери не бились, и мы не спотыкались там журнальные столики или что-то еще, где чересчур много. То есть это размеры, это грамотная планировка. Потом уже на эту грамотную планировку у нас нанизывается стиль, у нас нанизывается цвет. И какие-то расставляются уже пятнами акценты. Ну и, конечно, мы не забываем про функциональность. То есть это у нас какая-то техника на кухне, которая именно выбирается под ваши пожелания. Это у нас какие-то новейшие технологии, умный дом и так далее. То есть, конечно, желательно во всем этом разбираться и знать, что сейчас есть, потому что в основном люди, которые приходят ко мне, они просто не знают про все новинки, то, что сейчас возможно. И я просто им рассказываю, что там вот это вы можете. И они такие, а так можно было? Это что, вообще возможно? Это какое-то типа уже будущее. И поэтому, конечно, дизайнер, наверное, облегчает просто всю эту информацию, Помощник, да, в одном месте, да, и дает четкий план, как мы действуем, потому что это же еще и полный пакет чертежей для строителей, по которым они уже полностью потом работают. Замечательно. Ну все, я думаю, Али тоже подчеркнул для себя много важного сегодняшней беседы. Мы благодарим вас. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям сегодня? Я бы, наверное, хотела пожелать, чтобы в доме был всегда уют, чтобы было то самое тепло, которое собирает всех вместе за кухонным столом, чтобы был всегда смех, улыбки и только радостная музыка, чтобы никогда ничего не омрачало дома, квартиры, и чтобы всегда было все хорошо. Спасибо вам большое. Желаем вам хорошего дня. Будем ждать вас снова в нашей студии с новыми Было идеями. очень приятно с вами побеседовать. Взаимно. Спасибо. Все, спасибо. Урметлі достар, yayınımızın devamı etemiz. Ne bete kakasımız, sizin dikkatіңізге buyurunuz.